и по правовому обеспечению взаимодействия с общественностью Петров Альберт Иванович. Мы сегодня проводим правовой час для граждан на такую тему. Это спор о выселении из занимаемых жилых помещений, основания и правоприменительная практика. Тема довольно-таки актуальна, потому что, к сожалению, практика показывает, что это довольно сложная категория дел гражданских, которые рассматриваются в суде. Прокуроры участвуют в рассмотрении данных дел, даются заключения. Споры очень неоднозначные, практика тоже довольно-таки разнообразная. Так. Практика тоже довольно-таки разнообразная, поэтому мы хотели как раз-таки довести до вас информацию о практике, которая сложилась у нас в республике. Мы сразу вам говорим, что подобные мероприятия проводятся уже традиционно в Национальной библиотеке, ежемесячно, на разные правовые темы, абсолютно бесплатно для граждан. Можно получить консультации в ходе таких мероприятий, задать нам вопросы. В следующем месяце, в апреле, 24 апреля в 15 часов мы проведем правовой час по вопросам ЖКХ. Я думаю, что это для всех будет полезно и нужно. Очень много вопросов возникает по вопросам взносов на капитальный ремонт, опять же, практики применения законодательства в сфере ЖКХ. Поэтому заранее сразу анонсирую, что в следующий раз мы проведем правовой час 24 апреля в 15 часов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Все желающие могут подойти и также послушать специалистов, которые будут здесь принимать участие. Это и работники прокуратуры, и жилищную инспекцию мы пригласим, и, наверное, пригласим фонд капитального ремонта по вопросам взносов на капремонт. То есть эти актуальные вопросы мы тоже рассмотрим. Сейчас хотел бы также до вас довести, что мероприятие мы проводим во взаимодействии с Национальной библиотекой Чувашской Республики. Большое им спасибо за то, что они предоставляют нам такую возможность, за то, что вот они действительно идут нам навстречу и предоставляют помещение, и мы можем с вами встречаться благодаря Национальной библиотеке. Пользуясь случаем, хочу поздравить работников Национальной библиотеки с Днем культуры прошедшим. Большое вам спасибо за ваш труд, за ваш неоценимый, скажем так, труд, который порой, скажем, на одном голом энтузиазме держится, а вы многое даете людям. В том числе и в деле привития не только культуры, но и правовой культуры в целом. Также хочу представить своего коллегу Кузьмин Михаил Александрович, руководитель Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной организации Ассоциации юристов России. Вот он сидит со мной рядом. Он также пару слов расскажет о данной общественной организации. Она также занимается бесплатной юридической помощью в Чувашской республике. Каким образом, он более подробно вам скажет. У нас сегодня, позвольте представить участников мероприятия, выступающих. Участвует в мероприятии Ирина Георгиевна Иванова, старший прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Чувашской республики. Тема ее выступления звучит следующим образом. Выселение граждан из занимаемых жилых помещений, прокурорская следственная практика, прокурорская судебная практика, прошу прощения. Также у нас сегодня участвует в правовом часе Федорова Татьяна Юрьевна, главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской республике. Тема ее выступления – практика принудительного исполнения судебных решений о выселении. Далее по регламенту у нас остается время для вопросов и ответов, поэтому вы можете подготовить заранее вопросы, и мы постараемся на них ответить. Ну и в дальнейшем закрытие мероприятия. Сейчас я передаю слово своему коллеге Кузьмину Михаилу Александровичу, руководителю аппарата Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной организации Ассоциации юристов России. Спасибо большое. Непростительно, как Альберт Иванович подметил, тема очень важная, актуальная, и то, что ваше присутствие здесь еще раз говорит о том, что действительно эта тема востребована. Но, в принципе, мы, когда принимаем граждан, оказываем бесплатную юридическую помощь, действительно, люди обращаются, вообще жилищные вопросы достаточно, наиболее, скажем, остры. Я представляю Ассоциацию юристов России, достаточно, я думаю, всем известна организация, которая оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь, активно участвует в правовом просвещении населения, и мы действительно работаем в таком формате, чтобы
жителям действительно было удобно и была возможность получения бесплатной юридической помощи тем, кто это не может. Пенсионерам, инвалидам, социально незащищенным категориям населения, студентам. И, как Альберт Иванович уже отметил, мы действительно здесь, вот спасибо еще раз Национальной библиотеке, мы проводим здесь ряд таких серьезных, крупных, больших мероприятий для граждан. И вот многие здесь, наверное, уже не первый раз и видели возможность получения консультаций, разъяснения законодательства, где-то как-то просветиться по разным тематикам. Вот мы недавно проводили по ответственность за неуплату заработной платы, да, по земельным вопросам, по вопросам ЖКХ. Вот. Совсем недавно у нас состоялся достаточно более 400 человек было в большом зале, молодежь пришла, где мы разъясняли права молодежи. И действительно это вот востребовано, и мы считаем, что в этом есть наша миссия. И еще раз я хотел поблагодарить коллег, которые себя поддерживают, и совместно мы проводим такие мероприятия, и, конечно, прокуратура Чувашской Республики, которая активно занимается правовым просвещением населения, это коллег и с управлением судебных приставов, которые нам тоже активно помогают именно в правовом просвещении граждан. Я, пользуясь случаем, хотел бы сказать о том, что сегодня у нас есть возможность получения после правового часа консультации, и у нас сегодня проходят консультации параллельно по вопросам регистрации прав на имущество и земельным вопросам. Там можно будет подойти, уже консультации начались, и можно будет как раз и после завершения тоже подойти. Вот, поэтому я всем желаю такой успешной работы. Я думаю, что мероприятие «Правовой час» будет полезным для вас. Спасибо. А так всегда ждем на наших конституционных пунктах. Можно записаться быть. Хорошо? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Еще раз представлю свою коллегу Ирина Георгиевна Иванова, старший прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском арбитражном процессе прокуратуры Чувашской Республики. Еще раз повторяюсь, тема ее выступления – выселение граждан из занимаемых жилпомещений, прокурорская судебная практика. Хочу отметить, что, как уже Альберт Иванович упомянул, все гражданские дела, по которым ставится вопрос о выселении из жилых помещений, рассматриваются с обязательным участием представителя прокуратуры. Поэтому оценка законности требований о выселении будет дана в каждом судебном заседании не только непосредственно самим судом, но и прокурором в своем заключении. Хочу отметить, что в своем выступлении начну я с такого основания выселения, как выселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, признанных аварийными или, соответственно, многоквартирных домов, которые подлежат сносу. Для нашей республики тема эта актуальна, поскольку довольно-таки много гражданских дел, рассматриваемых именно в связи с переселением граждан из ветхого жилищного фонда. Первый основной момент, который вы сразу должны для себя уяснить, такое выселение только с предоставлением другого жилого помещения, если граждане проживают в муниципальном жилищном фонде. Понятно, да? Не на праве собственности жилье принадлежит, жилье муниципальное. Соответственно, при выселении из муниципальных квартир органы местного самоуправления обязаны предоставить другое жилое помещение, но тоже на условиях договора найма, то есть такое же муниципальное. Причем муниципальное равнозначное. Это слово означает такое же, как и то, что занимала семья, переселяемая из ветхого дома. То есть было 35 квадратных метров жилой площади, была квартира двухкомнатная, значит, и предоставить должны двухкомнатную не менее 35 квадратных метров жилой площади, независимо от количества проживающих граждан. Переселение из ветхого жилья – это не улучшение жилищных условий. Это вы должны четко понимать. Вам предоставляется такая же квартира, поэтому равнозначная. Это закреплено в Жилищном кодексе Российской Федерации. Здесь какие моменты для вас могут быть интересны? Равнозначная значит равнозначная по площади, то есть меньше предоставить нельзя по квадратным метрам, больше можно. Далее, равнозначная и благоустроенная. Благоустроенная применительно к условиям данного населенного пункта.
переселяетесь в городе Чебоксары, значит, квартира благоустроенная применительно к требованиям города Чебоксары. У нас в городе Чебоксары преимущественно дома все благоустроенные, с отоплением, горячей и холодной водой, с газоснабжением. Поэтому, естественно же, никакой квартиры с печным отоплением в городе Чебоксары вам предоставить не могут. Но это ясно, равнозначное благоустроенное. При этом в обязательном порядке суд может учесть дополнительные условия, то есть переселение в том же самом населенном пункте, то есть в пределах того же населенного пункта, где вы проживали ранее в ветхом доме. Но населенный пункт – это не значит район, понятно, да? Наш населенный пункт – это городское поселение, город Чебоксары. Поэтому, если вы жили в Ленинском районе, вам могут предоставить квартиру в Калининском районе, потому что Ленинский территориальный район входит в пределы населенного пункта город Чебоксары. Вот это вы должны четко понимать. Далее. Какие основные доводы приводят граждане в судах, не соглашаясь с квартирой, которая предоставляется взамен? Это доводы, связанные либо с далеким расстоянием, например, образовательных учреждений, да, если есть дети, или магазинов мало, или больницы далеко. Для вашего сведения, все-таки эти условия обязательными не являются по жилищному кодексу. Суд, конечно, им дает оценку, но преимущественно суд не соглашается с такими доводами граждан, которые не хотят переселяться в предоставляемое другое благоустроенное жилое помещение. Но суд может учесть, например, такую ситуацию. Если семья проживала, предположим, и в составе семьи был инвалид, который лишен возможности передвигаться самостоятельно, то есть инвалид-колясочник, и семья проживала на первом этаже, то предоставление равнозначного благоустроенного жилого помещения, скажем так, на 20-м этаже, да, 17-м, там, 15-м и так далее, естественно, нарушит права инвалида-колясочника. Даже с учетом того, что в таких домах есть лифт. Но мы прекрасно с вами знаем, сегодня он работает, завтра он 3 месяца простаивает. Поэтому такое основание суд учитывает и все-таки возлагает обязанность на администрацию предоставлять на первом или хотя бы втором этаже, то есть там, где возможно спокойненько передвигаться соответствующему гражданину с такими проблемами физическими. Пока понятно, что говорю? Понятно. Еще раз отмечаю, мы сейчас с вами говорим о переселении из ветхого жилищного фонда, да, то есть из жилого помещения, непригодного для проживания, из муниципальных квартир. Для тех, кто проживает в квартирах и является собственником вот в этих самых домах, непригодных для проживания, в этих самых квартирах, которые признаны аварийными, имейте в виду, порядок несколько иной. Собственник может требовать или по-другому иметь право выбора к администрации, да, заявляя какие-то свои требования, либо выкуп жилого помещения, и поэтому требует органы местного самоуправления уплаты выкупной цены за квартиру, принадлежащую на праве собственности. Это основополагающий момент. Собственник – значит выкупная цена. Значит, вы как собственник при переселении имеете право требовать выкупную цену. В эту цену входит рыночная стоимость вашей квартиры. В эту цену могут входить убытки, которые вы понесли в связи с переселением в другое жилое помещение. То есть купили новое жилье, заплатили риэлтору, да, за оказанные услуги по купле-продаже, оформлении сделки, перевезли имущество на грузовом транспорте, заплатили за перевоз, то есть с переселением, в связи с переселением вы понесли расходы. Значит, эта сумма тоже может быть зачтена в выкупную цену. Более того, исходя из судебной практики, в выкупную цену может быть зачтена и стоимость вашей доли в общедомовом имуществе, включая общедомовое имущество в виде земельных участков. Поэтому, если вы соответствующие расчеты сделаете выкупной цены, и у вас получится одна сумма,
а орган местного самоуправления не учтет какие-то ваши расчеты, в судебном порядке вы можете требовать ту выкупную цену, которую считаете сами правильной. Это понятно? Еще раз. Выселяем из муниципального жилищного фонда, переселяем, требуем другое равнозначное благоустроенное жилое помещение. Переселяемся как собственники, выкупная цена. Из этого правила есть одно исключение. Скажем так, когда у собственника есть право выбора, альтернатива, либо требовать выкупную цену, либо просить у органа местного самоуправления предоставить другое жилое помещение на праве собственности. Это только в том случае, если ваш дом включен в региональную программу переселения граждан. Основополагающий момент. Дом включен в региональную программу переселения, у вас есть выбор. Либо выкупная цена, либо к администрации выходить с соответствующим заявлением. Прошу предоставить другое жилое помещение на праве собственности. Но имейте в виду, ваша квартира старая, да, назовем ее так, тоже будет подлежать оценке по рыночной стоимости и всего остального, потому что стоимость этой квартиры идет в зачет стоимости той квартиры, которая вам подлежит предоставлению. Еще раз отмечу, если дом включен в программу переселения, региональную соответствующую программу. Если не включен, выбора нет, только одно – выкупная цена. Все. И все судебные споры будут связаны с размером данной выкупной цены. Что касается переселения, в принципе, я закончила, но в этом моменте отмечу одну основную деталь. Многие споры порой крутятся вокруг того, насколько все-таки правомерно решение межведомственной комиссии о признании непригодным жилого помещения или отказе в признании таковым. Просто это не связано с выселением, но я хочу, чтобы вы четко знали. В исключительной компетенции межведомственной комиссии принятие такого решения. Больше никто не может принять решение пригодно, непригодно, подлежит капитальному ремонту или так далее. Только межведомственная комиссия. Поэтому суд не может принять такого решения, что жилье непригодно. И прокурор не может такого решения принять. И вообще никто. Только межведомственная комиссия. Это понятно. Поэтому, если вы не согласны с решением межведомственной комиссии, единственный способ реализовать свое право – это обратиться в суд с заявлением о признании данного решения незаконным. Но требовать через суд, обязать принять другое решение вы не можете, и суд не может такое решение вынести. Еще раз обращаю ваше внимание, исключительная компетенция, только они вправе принять какое-то решение. Вы же вправе требовать признать его незаконным. Следующий момент, связанный с вопросами выселения. Выселение, как я уже сказала, может быть либо с предоставлением другого жилого помещения, я вам привела пример, связанный, например, с переселением граждан, да, выселение может быть без предоставления другого жилого помещения. И здесь множество оснований, вкратце остановлюсь на нескольких из них для нас актуальных. Первая основная ошибка, особенно пожилых людей, а их здесь много, и я это вижу. Первая основная ошибка. Если вам принадлежит квартира на праве собственности, и кто-то из ваших членов семьи просит вас подарить ее ему, ваша позиция должна быть однозначная – нет. Хотите распорядиться своим жилым помещением – пишите завещание. Это понятно? Вот буквально на той неделе простой пример. В Комсомольском районе супружеская чета, оба пенсионеры за 60 лет, 20 лет прожили в своей квартире, полученной в свое время на предприятии, 20 лет, больше 20, приватизировали квартиру и подарили квартиру дочери родной, единственной любимой.
родная, единственная, любимая дочь заключила договор кредитный с банком и данную квартиру определила в залог. Кредит не был погашен, квартира ушла банку, банк ее реализовал, получил свои невозвращенные деньги, новый собственник пришел в суд и подал исковое заявление о выселении супружеской четы без предоставления другого жилого помещения. Имеет все права новый собственник. Это понятно. Мы говорим не о справедливости сейчас, мы говорим о законе. Закон для всех един. Их выселили, решение вступило в законную силу. Сейчас они будут искать другое жилье. Задумайтесь, таких ситуаций не единицы у нас, уважаемые граждане. Их множество. Поэтому я вам еще раз говорю, не надо дарить свое жилье членам своей семьи, какими бы любимыми и единственными они не были. Взрослые дети пусть сами решают свои финансовые вопросы. А вы, как любящие родители, напишите завещание, и в этом завещании уже определите, что квартиру свою после моей смерти завещаю своей любимой дочери, любимому внуку, любимому сыну. И живите до самой смерти в своем жилом помещении, не зная никакой нужды. Следующий момент в продолжении этой же ситуации. Как я уже отметила, квартиры, на которые вы заключили и подписали залоговые договора, то есть квартиры вы определили в качестве предмета залога того или иного кредитного соглашения с банком, вы прекрасно должны осознавать риск утраты жилого помещения. Неважно, договор ипотеки или иной кредитный договор, обремененный залогом вашей квартиры. Невозврат вами или членами вашей семьи, которые являются сторонами по данному договору, взятой судной суммы, то есть взятой суды в банке, влечет наложение на вашу квартиру обременения соответствующего перехода права собственности к банку и последующей ее реализации на торгах другому собственнику. А новый собственник будет вас выселять в судебном порядке и имеет на это все права по закону. Поэтому, если ваши любимые члены семьи приходят к вам с кредитным договором и говорят: подпишись, папа или мама, и дополнительно дают вам договор залога, где тоже подпишись, мама или папа, вы не должны слепо подписывать, даже если это ваш любимый ребенок к вам пришел. Это ваше жилье. Дети пусть устраивают свою жизнь. Это ясно? Ясно. Иначе вы рискуете в 60 лет оказаться на улице без перспектив и без другого жилья. Пока понятно? Понятно. Следующий момент и последний, связанный с выселением бывших членов семьи. Это тоже достаточно давно действующая норма как в жилищном кодексе, так и в гражданском кодексе. Кто такие бывшие члены семьи? Это понятно. Супруги развелись, бывшие супруги – это бывшие члены семьи. Дети выросли, упорхнули из родительского гнезда, создали свои семьи. Вы по-прежнему кровные мамы, папы и дети, но они стали уже бывшими для вас членами семьи, если живут отдельно со своими супругами, со своими детьми и ведут от вас отдельное хозяйство. Поэтому в таких ситуациях, когда квартира принадлежит кому-то из членов семьи, кому-то, то этот собственник имеет практически неограниченные права на свое жилое помещение. И в отношении бывших членов семьи в судебном порядке может поставить вопрос о выселении, в том числе без предоставления другого жилого помещения. Классический пример. Девушка выходит замуж,
у будущего мужа своя квартира, приобретенная им еще до замужества, до брака, то есть до ее замужества. Но сам купил, мама подарила, папа с мамой подарили, неважно. Он собственник, приводит в свою квартиру свою супругу. Дети там, может быть, родятся или нет, это не имеет значения. Развелись, брак расторгнули официально. Она для него стала бывшим членом семьи. Квартира с совместно нажитым имуществом не является, еще раз отмечу, приобретена до брака. Значит, он, познакомившись с новой женщиной и решив создать другую, новую семью с другой женщиной, имеет полное право требовать выселения бывшей своей супруги из занимаемого жилого помещения. Поэтому имейте в виду, если вы создаете семьи и приходите после энного количества прожитых лет к выводу о том, что семья не смогла дальше жить и развиваться, жилищный вопрос для вас может быть решен таким образом, что ваш бывший супруг может вас выселить как бывшего члена семьи. Я закончу. Секундочку. Следующий момент. Раз уж мы заговорили о совместно нажитом имуществе. Имейте в виду, юридические последствия для обоих супругов наступают только при юридически заключенном браке. Поэтому если брак юридически оформлен и заключен, то квартира, приобретенная в период брака, становится общей совместной собственностью, поэтому оба супруга собственники. А один собственник другого собственника выселить не может, потому что они оба собственники, у них право владеть, пользоваться, распоряжаться. А вот если вы жили вне брака, то есть, сожительствовали, да, проще говоря, то, что было приобретено в период таких вот отношений, жили-то вроде семьей, но брак не был заключен. Так вот, если в этот период жилье было приобретено кем-то из двоих любящих, да, скажем так, то это жилье его и будет, как оформили в регистрационной палате, тому и будет принадлежать. Второй член семьи, скажем так, да, условно, не может претендовать на половину этой квартиры, потому что брак юридически не оформлен, нет никаких прав, и никто ни перед кем не несет никаких обязанностей. И простой пример. В сельской местности почти 40 лет прожили вместе два любящих человека. Он умирает, но брак они не заключали. Он умирает, она никаких наследственных прав не имеет, никаких прав собственности не имеет на этот дом. Пришли его дети от первого брака, скажем так, и единственного, и выселили эту женщину, которая жила с ним 40 лет. Почему выселили, тоже понятно. Мы говорим о законе. Если за 40 лет не удосужились заключить официально брак, то все последствия ложатся на человека, который не удосужился этот брак заключить. Все. Нет, здесь такого нет срока выселения как такового. С таким требованием вы можете обратиться в любой момент, когда возникают эти обстоятельства. Да, конечно. Давайте перейдем к вопросам сразу. Я получил квартиру в 1984 году. Я получил на себя, на жену и на сына. Сын женился у меня в 93-м. А в 94-м, подождите, в 92-м, а в 93-м родилась дочь у них. Ну и вот, когда они заключали брак между собой, я этой снохе сказал, я тебя прописывать не буду. Она мне говорит, мне твоя квартира не нужна. Ну, не нужна, и я на этом все. И вот сейчас стали приватизировать квартиру, она охватилась тут. И говорит, вот
А внучка не была прописана у меня в квартиру. Мы трое были прописаны там. Ну, кого дали, то так и жили. Ну, вот теперь она говорит, вот пропишешь мне внучку, ну, ее дочь, тогда я буду жить с ним. А не пропишешь, мы уйдем. А сын говорит, пап, ну ладно, давай пропишем. Она будет жить. Он дочь жалел. И что получилось? Она это все сделала, и потом подает в суд, чтобы ее зарегистрировали, записали в лицевой счет, там все. Это сделали. Ну, я послушал, раз она хочет так. Ну, ладно, давай, пускай зарегистрируем ее там в квартиру. И пускай она будет жить. Мать живет отдельно от нас. Это ее мать. У них отдельная квартира. Ну и... Так, сейчас, подождите, я уже немного переволновался. Чуть-чуть. Извините меня, конечно. Вот, теперь это дело так. Теперь квартиру приватизировать. Там, ну, мы как женились с бабушкой, так и жили вместе. Уже 50 с лишним лет живем. А она говорит, ну ладно, вы, говорит, сын говорит, пап, ну вы оставьте нас вдвоем. Мы вдвоем же, а вы уйдете в деревню жить. Ну и послушал я их, мы ушли, претензий нет. И вот она теперь подала в суд эту внучку. Вписали мне в лицевой счет. И теперь она приватизирует квартиру хочет. А бабушка была в деревне прописана, на нее там очередь. Без нее приватизацию не проводят. Она в ордере, потому что у вас в ордере право не утратила этим жилым помещением. Я не понял вас. У вас ваша супруга, она в ордере на квартиру. Право не утратила на квартиру, поэтому тоже подлежит включению в приватизацию. Ну ладно, сейчас, ну я понял вас. Она. А там это, приватизацию не проводит. Теперь говорит, давай бабушку включать приватизацию. Ну, включили. Сейчас квартиру приватизировали мы. Она, внучка, уже 15 лет живет и ни копейки за жилье не платит. А с меня требует. А мы за троих платим. Но внучка-то она у вас несовершеннолетняя. А? Она совершеннолетняя. С какого момента она совершеннолетняя? С какого года совершеннолетняя? Ну, вот это вот, которую родилась одна внучка. Вот она уже, она институт кончает. Институт кончает. На 10 класс кончил, институт кончает. И платить не платит. А ЖКО с меня требует. Плати давай. Я говорю, я платить не буду. Мы подали этому мировому суде. Мировой судья говорит, плати, а мы платим. Какую ты претензию к нам предъявляешь? У вас вопрос по оплате связанный? А? Вопрос по оплате, да, связанный? Не с выселением? Никто никого не выселяет? Нет, вот сейчас, подождите. А теперь, раз он не так, мы хотим, чтобы внучку, она говорит, как? Мне 700 тысяч дайте. 700 тысяч. И я уйду от вас, и вам дам все, дам вам все. Ну как так 700 тысяч? 700 тысяч. У меня 700 тысяч. Ну хорошо, денег давайте нет я таких. примерно картину поняла. У вас внучка является сособственником. Сособственника выселить из жилого помещения нельзя. Нельзя. Но все, кто проживает в жилом помещении, у них у всех равные обязанности. Равные обязанности. Ну, Это значит, если кто-то из членов семьи заплатил квартплату и коммунальные услуги за другого сособственника, то он с него может взыскать его долю в свою пользу. То есть, если вы за внучку платили, вы с нее можете взыскать то, что вы платили. Но имейте в виду, срок исковой давности здесь есть не более чем за 3 года, предшествующих вашему обращению в суд.
Не с 90 там каких-то годов, а не менее, чем с 2012 года вы сможете взыскать, только с 2012, потому что 2015 год уже 3 года. Соответственно, а вот то, что она вам предлагает, она вам фактически говорит, вы купите у меня мою долю, она вам говорит. Да, она говорит, вы- Она как собственник имеет право вам это говорить, потому что у нее доля в квартире, доля, все, она сособственник. Она не хочет вам дарить, она не будет вам дарить. Она вам говорит, я хочу вам продать. А это уже вы решаете. Хотите – покупайте, не хотите – не покупайте. Соответственно, у вас вариант один. Не платит она квартплату и коммунальные услуги, а вы вынуждены были за нее заплатить. Взыскивайте с нее те деньги, которые заплатили. Ну, мы сейчас... Мы на этот вопрос ответили. Давайте вот Ну, ваш теперь- вопрос. Так, еще вопрос, пожалуйста, только по теме, только связано с Давайте с выселением. сегодня. выселением Только с вопросы. выселением Говорят, связано. что я могу, вот, например, вот у меня квартира приватизированная, я собственник, например, да, и вот у меня там, ну сейчас у меня никого нет, вот то, что мужчина задал вопрос, вот эту квартиру, вот у меня будет, например, кто-то прописан, и я должна открыть личный отдельный счет, чтобы на него переходили эти деньги, то, что они платят. Нет, Или вы знаете, сейчас как раз-таки действующим жилищным кодексом, вот раньше была предусмотрена возможность разделения лицевых счетов. как? То есть вот 2 семьи живут, например, в квартире, да, и на каждую семью свой лицевой счет. Сейчас этой нормы в жилищном кодексе нет вообще. Поэтому вопросы, связанные с разделением лицевых счетов, если, например, вам навстречу управляющая компания не пошла, то здесь только в судебном порядке. Но шансы у вас не очень, скажем так. Поэтому здесь ситуация такая. Если вы собственник и кого-то туда вселяете в качестве члена семьи и регистрируете, то у него все равно такие же равные обязанности с вами. Даже То есть если- платить вы все равно должны оба. Понятно. А если... А если лицевые счета не сможете разделить по договоренности с управляющей компанией, да, то, соответственно, если кто-то платить не будет, взыщут с вас. Вы уже можете взыскать, соответственно, опять-таки, с человека, который не Только платит. через суд. Так получается. Да, да. Ну, спасибо. Поэтому кого вселять, в общем-то, надо думать сначала, прежде чем вселять. Нет. Она сособственник, вы не можете ее выселить. Я вам ответила на вопрос «нет». Категорически и отрицательно. Я поэтому говорю, не соглашайтесь, она живет по-прежнему. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Коммунальные Можно услуги ли- через суд взыскиваете потом, если вы считаете. Коммунальные услуги взыскиваете через суд. Вам же объяснили. То, что вы платите за нее, вы можете с нее взыскать через суд. Только такой выход. Следующий вопрос, пожалуйста. Может ли собственник выселить своих детей несовершеннолетних? Вы знаете, у вас вопрос такой несколько неконкретный. Первый момент основной в Гражданском кодексе. Дети несовершеннолетние приобретают право пользования жилым помещением своих родителей. Если родители разбегаются, то суд определяет детей с кем-то из родителей. Грубо говоря, там мальчика с папой, девочку с мамой, да, суд оставил. Соответственно, эти дети, разделенные, приобретут право пользования того родителя, с кем их оставил суд. То есть, если сначала семья жила в одной квартире, то 2 несовершеннолетних ребенка или 1, неважно, имели право пользования в этой квартире. Семья распалась, бывшая супруга забрала ребенка, уехала в другой город, в другую там страну, неважно, в другой район даже этого же города. Ребенок приобретает право пользования там, куда она вселилась и имеет какое-то жилье. А ребенок, оставшийся с папой, будет по-прежнему иметь право пользования в этой квартире. Здесь вопрос такой. Если вы говорите о выселении, то ребенок, которого оставили с другим родителем, должен по-прежнему жить с вами. То есть с тем родителем, с которым судом он не оставлен. Только тогда можно говорить о выселении. Поэтому вот вопрос Спасибо. несколько не совсем непонятен. Я поняла. Но ответ понятен. Добрый день. Вот из муниципальной квартиры как можно выселить? Получается, уже давно не живут, родители развелись, но жена, когда ушла с ребенком, да, она не выписалась из квартиры, осталась также прописана в этой квартире,
И вот получается, вот это так и тянется. Жена уже, мать, получается, этой дочки выписалась, а дочь так и осталась прописана в квартире. Вы знаете, у вас тут вопрос не столько в сфере, как можно выселить, а сколько в сфере, кто приобрел право пользования, утрачено ли это право Да. пользования, и если оно утрачено, то по каким основаниям. Поэтому, если квартира муниципальная, скажу сразу, какое-то время, если человек в муниципальной квартире не живет, это не значит, что он утратил право пользования. Для того, чтобы признать этого человека утратившим право пользования, должна быть совокупность нескольких обстоятельств. Первое. Этот человек должен выехать из этой квартиры на другое постоянное место жительства. Это означает, что там у него должно быть свое жилье. То есть там он должен приобрести какое-то жилье на каком-то праве. Либо на праве пользования какое-то другое муниципальное жилье, либо он что-то купил. И поэтому из этой муниципальной квартиры туда выехал. Еще раз говорю, совокупность обстоятельств. Выезд должен носить постоянный характер, и человек этот в другом месте должен приобрести право на другое жилье. Если же человек не живет по семейным обстоятельствам, потому что поскандалили там 100 лет назад, и уже личные неприязненные отношения, и все разбежались по каким-то своим там наемным квартирам, к родственникам, мамам, там, папам и так далее. Это не основание для признания утратившим право пользования. А раз нет основания для признания утратившим право пользования, то и выселить вы не сможете. Поэтому здесь вопрос не в выселении, а в праве пользования. Либо оно есть, либо оно утрачено. Коммерческий наем – это тоже не приобретение права пользования на постоянной основе. Это временная мера до решения своего жилищного вопроса. Нет. Вы говорите о коммерческом найме. Специализированный жилищный фонд. Покупает – это когда на праве собственности покупается жилье. Это две разные вещи. Коммерческий наем – это коммерческий наем муниципального жилья. Это специализированное жилье есть у нас в Чувашии, которое предоставляется нуждающимся предоставляется. Жилищный вопрос не решен. Не имеет значения. А он может с нее алименты взыскивать, нет? Дочери. На свое содержание? Да. Но если он ее содержал, когда она была несовершеннолетняя, здесь все равно вопрос, какие алименты, какой размер этих алиментов был. Но если он хочет взыскать с нее на свое содержание, это тоже в судебном порядке, потому что оценка будет судом дана. То есть какие у них были отношения, как у отца и дочери, в том числе по материальному содержанию, в период, когда она была несовершеннолетней. Он может в суд подать, а взыщет или нет, это суд решит. По теме, давайте по теме, выселение. Да, по выселению, пожалуйста, Да, вопрос. По выселение выселению. занимаемых помещений. Значит, Да. мой муж проживал с рождения со своими родителями, квартира кооперативная. Значит, ТСЖ. Да, ТСЖ. Так, значит, потом, значит, женится, я его жена, и у нас сын. Так, я, например, прописана там в этой кооперативной квартире была с 86 года. И вот мы всю жизнь прожили со свекровью, он со своей матерью. И вот мать парализует, значит, в 2009 году, и в 2013 году он умирает. То есть 4,5 года мой муж оформляли опекунство через суд, за ней ухаживал. И вот когда, значит, она умирает, через полгода мы пришли, значит, к нотариусу, и казалось, что она свою вот эту кооперативную квартиру завещала младшему сыну. Он сразу жил отдельно, своей семьей, и мы об этом не знали, за ней ухаживали. И получается так, что вот получается в феврале вот этого года у того младшего брата уже целый год, как там, справка или право на владение этой квартирой. Но он собственник. Да, он собственник. Наследник. Теперь, да, вот получается, он нас спокойно может троих выгнать из этого жилья. Может. Может. Не выгнать, а выселить. Выселить. Просто на Потому улицу. что, имейте в виду, ваш сын на эту квартиру никакого... Ой, ваш сын, простите муж. меня, ваш супруг на эту квартиру никакого права не приобрел, потому что она была кооперативная. Его родители были собственниками. Они распорядились, оформив завещание только на одного ребенка. Соответственно, у вас вариант был один. Либо попытаться оспорить это завещание, потому что вы сами говорите, что
мама вашего супруга страдала каким-то Да, заболеванием. инсульт, она вообще Вот если это заболевание у нее уже было на момент оформления завещания, то, в принципе, были какие-то шансы оспорить это завещание в суде. И тогда наследование было бы по закону, а по закону наследуют члены семьи. Дети, супруги, родители. У вас это были бы оба ее сына. Но если вы завещание не оспорили и оставили то, как есть по завещанию, то появляется новый собственник, который членом вашей семьи не является. Вы для него бывшие члены семьи. А я уже говорил в отношении бывших членов семьи. Он новый собственник, вы не члены его семьи, он может решить вопрос с вашим выселением в судебном порядке. Но по поводу оспаривания завещания я бы на вашем месте подумала. Может, там есть что-то, что даст вам вот, знаете, основание. Документов, вот я не помню, мы же все отдали после смерти, вот такую большую книжку. Единственное, я помню, что она была инвалидом второй группы с 98-го года. Ну, я поэтому говорю, сопоставьте дату Нет, завещания. А завещание составлено в 96-м году, когда моему сыну до было инвалидности. 10 лет было всего ребенку моему. То есть Да. до инвалидности она До- составила получается завещание. так, в Тогда у 96-м вас году. шансы небольшие, практически нулевые. Когда всё Здесь было все так. будет упираться в ее заболевание. Мгм. Поэтому у вас ситуация не очень хорошая. Ну, попробовать договориться, возможно, удастся у брата вашего супруга, может, выкупить это жилье на каких-то условиях. Что-то вот надо решать, конечно. Но если он вдруг захочет, и у него какая-то необходимость возникнет, боюсь, да, у вас будут проблемы. Мгм. Спасибо. У меня такой вопрос. У меня я живу в служебном помещении муниципальное. 10 лет там живу. Прописан только 5 лет. Плачу также квартплату. И вот если я выйду на пенсию, я могу там остаться жить так же? Или мне У придется... вас служебное именно в связи с работой и трудовой деятельностью? В связи с работой. Вы понимаете, какая сейчас ситуация? По старому трудовому и жилищному кодексу, да, если человек проработал на предприятии 10 лет, и потом вот он уходит на пенсию, то из специализированного служебного жилья он выселению не подлежал. Но в новом действующем законодательстве вот такой вот прямо льготной нормы не предусмотрено. Служебное жилье относится к служебному жилью, его предоставляют на время работы. Поэтому только по доброй воле, скажем так, вашего работодателя вы там сможете остаться, уйдя на пенсию. Служебное предоставляется на время работы. Это означает, что вы, собственно говоря, должны решать свой жилищный вопрос, пока работаете самостоятельно, да. Если у вас семья нуждается в улучшении жилищных условий, малоимущие, надо вставать обязательно на учет. Решать вопрос, может быть, коммерческий наем удастся, может быть, какие-то льготные кредиты для ваших детей, как молодых семей, например, если что-то такое. Но здесь у вас, к сожалению, ситуация, новое законодательство, новое. Льгот практически нет никаких по новому жилищному законодательству. Еще раз отмечаю, льгот никаких практически нет. Поэтому вы все прекрасно понимаете, почему вся страна сидит в ипотеках. Ирина Георгиевна, моя фамилия Дергунов Петр Иванович. У меня вопрос такой. Меня интересует судьба выселенных жильцов по улице Петрова, дом 9. Знаете, я не могу отвечать конкретно по судьбе каких-то конкретных граждан. Я готовилась именно, анализируя судебную практику. Так как я занимался, защищал их права, вот они сейчас перестали ко мне обращаться. Видимо, все хорошо получается. Ну, если вдруг какие-то вопросы есть, всегда можно в прокуратуру обратиться. Ясно. Значит, к вам можно Не могу обратиться. пояснить. Спасибо. Да, у меня судебная практика, поэтому анализ идет по Вот Чувашии, что женщина было хочет задать интересного. вопрос, пожалуйста. Там давно уже руку тянет, тут в середине. Вот, Следующий вопрос, вот женщина в очках, пожалуйста, передайте. у нас вот... Я вот секундочку, да. Как-то поконкретнее, пожалуйста. У нас вот семья из 4 человек, мы прописаны в общежитии. Но 5 лет назад нам дали коммерческий найм. И за это время у нас в деревне бабушка умерла, завещала, ну, дарственно оформила на сына, ну, на мужа. А теперь нас выселять хотят из коммерческого найма жилья. Потому что у нас это общежитие, это 18 квадрат жилье, а в деревне 29. Понятно, общая площадь. Общая площадь. Ну, как бы по общей площади у нас не хватает. Мы живем и работаем в Чебоксарах.
И они имеют ли право вот нас выселять теперь? Вы поймите правильно, вопрос несколько некорректен. Право требовать выселять есть у всех, потому что это гарантированное Конституцией право обращаться в суд, потому что выселяет у нас только суд. Поэтому право у них обратиться в суд с требованием о выселении вас и членов вашей семьи, оно есть. Но вот так вот сразу ответить на вопрос, я не могу предрекать решение суда, не могу. Здесь суд будет оценивать действительно, что там за дом, да, сколько там квадратных метров, техпаспорта будет изучать, будет изучать, что у вас там в общежитии, суммировать эти квадратные метры и уже делать итоговый вывод. Все-таки коммерческий наем имеете вы право или уже его утратили? Потому что вы прекрасно понимаете, коммерческий наем – это, опять-таки, временно до улучшения жилищных условий. А улучшение что означает? Приобретение другого жилья, неважно, частный это дом или квартира. Вот мы хотели в Честере квартиру купить, они из-за банкротства, опять мы оттуда отстали. Ну тут я уже… С выселением вы поняли. А вот обратиться в суд могут, но тут надо оценивать. Нет, а мы можем что делать? Защищаться в судебном порядке только, доказывать свою правоту, что у вас все-таки коммерческий наем еще остается. Ну, тут я еще раз говорю, тут надо анализировать ваши жилищные условия. Что за домик в деревне, что на себя представляет. Добрый день, меня зовут Лариса. Я оформляла ипотечный кредит и привлекала материнский капитал. В связи с финансовыми трудностями в дальнейшее оплачивание у нас не получалось, так как муж потерял работу, а я работаю и продолжаю работать в бюджетном учреждении. Банк выставил квартиру на продажу. Немножко я помогу. Банк выставил на продажу их единственное жилье. Новые обладатели квартиры подали на них в суд, и в решении в судебном порядке их выселили на улицу с несовершеннолетними детьми. Никуда. И женщина не знает, куда ей податься и что, как поступить. Государство может ли какое-нибудь приобрести какое-нибудь жилье из маневренного фонда? Насколько я в курсе, у нас как такового жилья-то нету, маневренного фонда. Нет такого, да, у нас. А что им сделать? Их никуда, они даже снимать жилье, идти к родственникам. Я уже в самом начале своего выступления говорила, собственно говоря, по вашему вопросу. Не платите кредит, квартира в залоге, она реализуется банком. Те, кто не платит кредит, подлежат выселению. Ответ уже был на этот вопрос. Причем выселению без предоставления другого жилого помещения. Спасибо большое. Нет, ну вот про договор коммерческого найма сейчас договорили много, да, есть постановление Кабинета министров Чувашской республики, Минстрой этим вопросом занимается, предоставлением этого жилья. Можно обратиться в Минстрой, потому что, возможно, попадаете под категорию тех граждан, которые, и подпадаете, скорее всего, судя по вашим обстоятельствам, которые имеют право на получение жилья по договору коммерческого найма. Там цены ниже рыночных за найм, там намного дешевле, чем, допустим, если вы будете брать в аренду по рыночным ценам. Поэтому у вас есть еще вариант обратиться к Минстрою по этому вопросу для того, чтобы получить жилье по коммерческому найму. Но просто за счет жилищного фонда бесплатно жилье в этой ситуации государство не предоставляет. Нет, в очередь, если мы имущие, если у них есть все соответствующие документы, там список, перечень есть, какие документы нужны для постановки на очередь. Конечно, могут, если подпадают под категорию. Ну, зарегистрироваться-то они, наверное, все-таки могут у кого-то из родственников. Ну, не совсем же, наверное, уже без родственников. Регистрация нужна, здесь будет обязательно, потому что вы встаете в очередь в той администрации, где в районе зарегистрировано, естественно. Здравствуйте. Я прошу прощения, у нас еще один есть выступающий. Давайте так. Кто не успел задать вопрос, вы запишите мой рабочий телефон. Но это не значит, что мне надо звонить с 10 вопросами. Да, уважаемые граждане, я надеюсь на вашу сознательность. Вас много, я одна. Конкретный вопрос и один звоночек. Потом, пожалуйста, не надо звонить по 25 раз с проблемами своих родственников, друзей и приятелей. Не надо потом обижаться, когда я буду говорить, извините, телефон служебный. Еще раз, для тех, кто не успел озвучить свои вопросы,
можно подойти на личный прием в прокуратуру республики в пятницу с 11 часов, для тех, кто хочет лично со мной побеседовать. Карла Маркса, 48, по пятницам с 11 часов принимает мой начальник. Если вы хотите лично со мной встретиться, то начальник мне скажет, я вас приму лично. Карла Маркса, 48, да. Кто все-таки по телефону хочет, предупреждаю сразу, я 2 часа говорить по телефону не буду. Вопрос, 5 минут ответ. Всего доброго, до свидания. 39 20 24. И только по выселению. Больше никакие вопросы отвечать не буду. Не потому, что не хочу, уважаемые граждане. Телефон служебный, да, это понятно. Он не для того, чтобы давать бесплатные консультации 24 часа в сутки. Ну, жилье служебное, мы уже разговаривали. Сейчас нет льгот в действующем жилищном законодательстве, которые были раньше. Вы уясните для себя, пожалуйста, милые мои граждане, сейчас льгот практически не осталось. Поэтому вся страна сидит в ипотеке, поэтому нет сейчас бесплатных квартир, нет. Но видите, у вас уже решение суда состоялось. Я что могу сделать? Решение суда можно отменить только в установленном законом порядке, обжаловать его в вышестоящий суд. Я решение судов не пересматриваю, уважаемые граждане. Все, у нас еще выступающий, извините, пожалуйста. Потому что, да, уже время, уважаемые граждане, передаю слово. Да, у нас есть выступающий просто еще. Телефон сказали, повторите, пожалуйста. 39 20 24. Запомните? Или запишите. А у нас следующий выступающий, у нас представитель службы судебных приставов. Он должен все равно вам дать информацию, касающуюся порядка исполнения судебных решений о выселении. Потому что есть тоже своя процедура и специфика определенная. Федорова Татьяна Юрьевна, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Слышно, да? Слышно? Слышно так? Что-то не работает. Так слышно? Слышно, да? Я продолжу тему принудительного выселения. Хочу всем сообщить, что служба судебных приставов, всем известно, занимается принудительным исполнением судебных актов и актов других органов, в том числе и по выселению граждан из занимаемых их жилых помещений. Если все-таки в отношении кого-то все-таки судом принято решение о выселении из занимаемого помещения, суд выдает исполнительный документ. Данный исполнительный документ предъявляется для принудительного исполнения в службы судебных приставов. Судебным приставом-исполнителем возбуждается исполнительное производство. При возбуждении исполнительного производства пристав-исполнитель копию постановления о возбуждении исполнительного производства направляет непосредственно должнику. В данном случае это лицу, которого необходимо выселить принудительно из занимаемого им жилого помещения. Может быть лицу, а также членам его семьи. Но зачастую на практике происходит так, что наши должники, которых необходимо выселить из жилого помещения, они стараются и уклоняются в основном от получения каких-либо процессуальных документов от судебного пристава-исполнителя. И тем самым они думают, что немножко могут затянуть время и воспользоваться немного продолжительное время еще с занимаемым жилым помещением. Но на самом деле это не так. Даже не получив постановление судебного пристава-исполнителя, судебный пристав-исполнитель самостоятельно путем привлечения дополнительных специализированных организаций может принудительно выселить граждан из занимаемых жилых помещений, если такое есть решение суда. Для этого он может привлечь и сотрудников органов внутренних дел, может также привлечь и сотрудников органа опеки и попечительства, может привлечь также сотрудников органов МЧС и так далее. Поэтому не получение каких-либо документов от судебного пристава-исполнителя о выселении в срок для добровольного исполнения, это не говорит о том, что судебный пристав-исполнитель принудительно не будет исполнять решение суда. Поэтому такая процедура у нас
возбуждая исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель в основном устанавливает срок для добровольного исполнения. Зачастую на практике это 5 рабочих дней, в течение которого должник должен освободить занимаемое им жилое помещение, должен не только выехать с этого помещения, а также освободить его от своих личных вещей. Но в основном это все делается в добровольный срок. Если же в добровольный срок, то есть срок, который судебный пристав-исполнитель установил должнику, должник у нас не выселяется, в этом случае судебный пристав-исполнитель выносит в отношении должника сбор, который устанавливается у нас в размере 5000 рублей по неимущественным взысканиям, и далее вручает ему требования, в котором предупреждает о том, что в случае, если вновь установленный срок должник не выселится в добровольном порядке, это будет сделано принудительно, то есть привлечение специальных органов и служб. При выселении в принудительном порядке, если же я рассматриваю случай, если должник добровольно сам не выселился, судебный пристав-исполнитель описывает все имущество, находящееся в занимаемом должником помещении, вывозит его и передает на хранение в специализированную организацию. Данное имущество в течение 2 месяцев предлагается должнику забрать это имущество. Если же должник в течение 2 месяцев это имущество не заберет, то данное имущество будет реализовываться с торгов. Денежные средства, вырученные от реализации этого описанного имущества, будут возвращены должнику за минусом расходов, которые необходимо было затратить на выселение. Поэтому, ну вот зачастую на практике, как бы даже судебная практика показывает, что должники у нас в добровольном порядке зачастую не хотят выселяться, и приходится судебным приставам-исполнителям путем привлечения специализированных органов принудительно выселять должников из занимаемых жилых помещений. Ну, у нас должники в основном не присутствуют по большей практике при выселении. Если у нас принудительно выселяются, они стараются избегать, но бывает всякое. Поэтому скажу, судебные приставы по ОПДС у нас уполномочены применять физическую силу, если такая необходимость имеется. То есть я еще раз повторюсь, что у нас привлекаются еще органы внутренних дел, сотрудники, если такая необходимость нужна. То есть могут быть и привлечены. Поэтому, в принципе, у нас по выселению регламентируется одна статья в Федеральном законе об исполнительном производстве, регламентирует порядок выселения. Если у вас есть какие-то вопросы, я отвечу. Ну, вам уже сотрудник органов прокуратуры пояснил, что фактически вас могут выселить как из муниципального жилья, а собственного жилья вас выселить не могут. Вот у меня дочь примерно, да, можно? Дочь, вот сожителем жили, не в гражданском браке, не в законном. Она вот, как сожитель, как говорится, снял кредит, а она поручителем. А как могли они снять? У нее дочь в Саратове с ребенком. Как это все законно, все, банк не предусматривает документы, во-первых. Я, правда, не на прописке была. Был мой сын после осуждения на прописке. Ни на что. Как они могли, и как он мог, этот Васильев Андреев, примерно стать нашим квартиросъемщиком. Я приехала вот из Саратова, все деньги я платила за квартиру. Я была с внучкой в Саратове, она там училась у нас. Вот все законодательства, мне кажется, все нарушены. Просто то, что банковский работник, то, что в органах он работает. Даже ответственник на суд не ходил. Мы в последнее время то, что не ходили, да, уже чувствуем, что не усиливаем. Я сидела, меня вообще пугали то, что ты не на прописке, тебя могут взять и этот. Я осталась без жилья, как старый человек. То, что просто доверилась свою эту самую, ну, я в деревне была вначале, там была на квартире, потому что мы по зоне затопления получали эту квартиру. Я сейчас без жилья, правда, в доме ветеранов живу, дом в старчестве. А сын вообще после осуждения сейчас как бомж. Любое преступление за ним можно углядеть.
Вот правонарушение, вот у нас жилье, вот у нас законодательство, все хорошо. Вопрос в чем? А в том, что вот как они могли кредит снять, когда он на прописке в этом жилье, мой сын освобожденный живет, а он вообще в этой квартире не жил, вот служитель это Васильев, как он с банка мог за счет нашей квартиры кредит снять? Вот меня удивляет это. И как он стал в РИУ нашем? В залоге у банка. Квартира в залоге была. Кто собственник был квартиры? Тот, кто кредит брал? Да, вот он брал как квартиру. Ну что значит как мог? Сейчас все банки обеспечивают возврат кредита именно залоговым имуществом. Он у нас не прописан, у него своя квартира. Как он вошел, мог он квартиросъемщиком стать в нашей квартире? Мы до конца не знали. Я платила все. Ну а собственник кто был? Собственник, наверное, прописал. Вот у меня, да, вот он прописываться не прописывался там. Ну собственником-то кто был? Кредит кто брал? Вот кредит поручитель дочь, а он вообще... Он брал кредит, да. А квартира залог? Кто заключал договор залога? Ну, поручителем, вот дочь его, но они не... Но если основной заемщик, не платит кредит, то обязанность уплаты переходит к поручителю по закону. Наверное, да. Если ваша дочь была собственником квартиры и поручителем, то к ней обязанность перешла выплатить кредит. Да, а если она не выплатила этот кредит, то вот и квартира попала. Если они вот примерно не платили, я платила, да, за счет того, что квартира... Это не имеет значения, кто коммунальные услуги платил. Суд подать, как пенсионерка. Коммунальные, кто платил квартплату, здесь значения не имеет. Здесь кто собственник квартиры, если она была поручителем, то банк имел право эту квартиру реализовать. У нас права вот такие, то, что меня всю жизнь я Дело не в правах, дело в нормах закона. Вы поймите правильно. Если действующее законодательство гражданское предусматривает, что гражданин имеет право взять кредит, то, естественно, для гражданина предусмотрены обязанности его вернуть. Просто так денег никто не дает. Раз есть обязанность вернуть, значит, кредитная организация свою безопасность обеспечивает. Я платила. И я в нем жила, в принципе, приехал в Саратов. Вы не об этом говорите, мы говорим о собственнике. Да, а теперь я не могу даже с него требовать то, что он мне в деревне хоть купил, старый ветхий дом. Вот недавно, 3 года еще суд не то, что прошло, мы не... Вы можете подойти еще раз. Вы сказали, что в пятницу с 11 часов принимают. Вот, и имеется в виду тот отдел, где Ирина Георгиевна работает. Поэтому можете подойти, не принести документы. Без документов иногда сложно даже понять ваш вопрос, если честно. Вот, вы покажете документы, вам более точное разъяснение дадут. Потому что сейчас мы просто вот можем вообще говорить о разных вещах, не видя документов. Здравствуйте. Вот, мы вам объяснили. Ну, уважаемые участники правового часа, мы немножко уже выбиваемся там из графика. Да, коротко можно? Расписались с женой, 13 лет бегали по съемным квартирам, а у меня умерла бабушка. Мои родители купили мне квартиру, сделали меня собственником, много документов немножко оформили неправильно, но я собственник, там прописана жена и дочь. С женой развелись, дочке 18 лет, жена уже год как уехала, живет в другом месте, где-то по съемным квартирам. И сейчас хочет подать на раздел имущества. Я могу ее выписать? Жену и дочь. Регистрационного учета, он производен от требования о выселении. Когда человек выселяется, он автоматически, скажем так, вы документы потом подаете в ФМС, снимается с регистрационного учета. Здесь у вас вопрос не в том, можете вы снять с регистрационного учета или нет. Вы, как гражданин, конечно, не можете снять с регистрационного учета. Это только соответствующие органы государственные снимают с регистрационного учета. Но для снятия с регистрационного учета нужен пакет документов. И это понятно, правильно? Даже если вы придете в этот орган и скажете, вот я хочу, выписать, снять с регистрационного учета жену и ребенка, а вам так скажут, извините, а их согласие на это есть? Где заявление? Где пакет документов? И, конечно, вам откажут. И скажут, идите в суд и решайте в судебном порядке, потому что у вас вопрос не в снятии с регистрационного учета, а в вопросе права пользования. Или они ваши бывшие члены семьи,
а вы единоличный собственник и хотите выселить их как бывших членов семьи, да, либо это совместно нажитое имущество, ваша квартира. А это нужно смотреть документы, как вы стали собственником, в какой период стали собственником. Если во время брака, то как вы оформили на себя эту собственность? Дарственная была, наследование было. Если купля-продажа, то есть если вы купили эту квартиру у своих родителей в период брака, то это имущество будет совместно нажитым, потому что все, что приобретено в период брака, является совместно нажитым имуществом. Оформили договором купли-продажи, жена может разделить. Если оформили договором дарения, то совместно нажитым имуществом оно не будет являться. Значит, мы уже говорили, что Раз, будет возможность после завершения поучаствовать. Никуличев Юрий Иванович, я свои проблемы давно решил. Вот судебному приставу такой вопрос. Ну, можно сказать, сейчас наша страна, Россия, во мгле. Хуже некуда. Поверьте мне, я политики и тому подобное, газеты читаю, везде выступаю. И мы породили, вот, с объединением Крыма, я за Крым, но с объединением Крыма, мы породили армию огромную судебных приставов. И сейчас по телевизору и в газетах пишут, я понимаю, у кого задолженности и тому подобное, даже богачи не платят, их надо выселять. А с детьми грудными стали выселять. Вот к чему приводит закон. А вы говорите, у нас единый закон, у кого-то там 10 коттеджей, а кто-то не может за квартиру заплатить. И с детьми годовалыми выселяют. Вот такая страна. Вот в такой стране мы живем. Это неплохо. Последний вопрос. Почему с детьми выселяют? Почему? Уже задавали этот вопрос, просто насчет 10 лет выслуги в правоохранительных органах. Значит, 10 лет выслуги есть, тем не менее выселили из служебного жилья. Как мне сказали, вы сказали, что уже нет такой льготы, но на тот момент, когда, значит, я уволился, эта льгота действовала. Может быть пересмотрено только в установленном законом порядке. Есть Гражданский процессуальный кодекс. Решение суда, если выселить принято, вы его отменить можете только через вышестоящий суд. Сначала обжалуете это решение в апелляционном порядке в течение месяца, потом в кассационном в течение 6 месяцев, вплоть до суда надзорной инстанции. Мы не можем, давать иную оценку выводам суда. В законе, в Гражданском процессуальном кодексе это четко закреплено. Я понял. Мы не можем переоценивать выводы суда. Ну, так и произошло. Что самое интересное... Вы вопрос задаете, законно это решение или нет, а мы этому оценку не даем здесь. Это правовой час. Вы уже давали оценку, сейчас я вам скажу, даже... Нет, давайте вопрос конкретный, потому что время уже... Конкретно вам говорю, старший советник юстиции Толстов был на нашей стороне, это по Калининскому району, да, он был против выселения, то есть за решение Калининского районного суда. Вот, и вообще вся прокуратура была за, и даже прокуратура на заседании Верховного суда тоже, значит, была. Так, давайте у вас это конкретный вопрос, потом подойдите после завершения правочаса, хорошо? Конкретный вопрос не выполняется, самое требование постановления правительства РФ от 17 декабря 2002 года, номер 897. Вот и все. Ну, подойдите после правочаса и получите разъяснение. Значит, уважаемые участники правочаса, значит, мы завершаем наш правовой час. Я еще раз хотел... Кому именно подойти? К любому можете подойти. Да. Значит, уважаемые участники, значит, хотелось бы надеяться, что действительно сегодня правовой час полезным был. Я думаю, что будем также продолжать. У нас есть возможность и записаться на прием, и по жилищным вопросам, по другим вопросам. Я думаю, действительно, сегодня был конструктивный разговор, полезным, прежде всего, для вас. Вот всегда ждем с удовольствием вас здесь. Вот, спасибо гостям. Давайте поаплодируем за то, что сегодня... И вам удачи, хорошего настроения. И главный вывод. Смотрите, когда распоряжаетесь решать судьбу имущества. Будьте внимательны, когда изучаете, подписываете документы. Договорились? Все, спасибо и до новых встреч. Да.
Приветствую.